странно. Я вам даю слово. Сотрудник, который не дает вам знать, где он, это плохой, дурной показатель. Вот эту заразу ненавижу. Один раз предупреждайте, второй раз увольняйте сразу, не думая даже вообще. Это просто заразительные люди. Я видел много таких хороших. И вы знаете, самое интересное, вот эти ребята умеют работать, черт побери. И они талантливые. Но насколько они, вот характер у них, вот понимаете, ценности нету, человечности как-то искрят все их хорошие дела. Они, понимаете, вычеркнут все их доброту. Поэтому один раз предупреждаю. Я таким сотрудникам один раз говорю: послушай, брат мой, это не по тебе. Понимаешь? Это не для тебя. Ты понимаешь? Ты классный парень. Возьми себя в руку. Не получилось, не оправдывайся. Звони, попроси, говори. Но не исчезай. Я таких вообще не понимаю. Это компания, понимаешь? Это организация. И от тебя зависит результат работы ребят. Ты подводишь всю команду. На тебя все люди надеются. А ты представь, однажды у меня был даже такой момент. У меня вебинар, столько рекламы дано, вся моя организация работает. И этот парень, который технически вот это отвечает за это под ключ этого вебинара, тогда вся моя команда это не умела делать. Он был единственный, кто это все понимал. Организация была зависима. И это идет куда-то, исчезает. Вы представьте на минуту. Все мои организаторы, вы представьте, больше, может быть, 500, может быть, 700, я не знаю, может быть, 1000 человек заходит, силка у них есть, они не могут попасть, потому что площадка, это дурак, не могут включить. Мы не можем его включить. Я так разозлился на него, вы даже не представляете. Он был из таких категорий людей. Ой, их самое сложно познавать, ребята. А вы не заметили, да? Вы их не можете заметить. Они супер, дальше, все, класс. Их очень трудно поймать в собеседовании или в телефоне. И у меня опыта было мало. Но они видят себя в стажировке. Поэтому никого не брать на работу без стажировки. Ни одного сотрудника. Даже родного брата надо пропускать через стажировку. Неважно, это, вы понимаете, это работа. Работа не